тактически грамотного поведения в условиях конфликта на улице. Итак, начнем. Секунду. Итак, первый вариант конфликтной ситуации, будем считать, на улице, в клубе или где бы то ни было. Злоумышленник, молодой человек, хватает девушку за волосы, опрокидывает ее на пол, ну а дальше все, что угодно может случиться. Отобрал деньги, телефон мобильный или, что может быть еще страшнее. Вот. Вариант правильного, тактически грамотного поведения в данной ситуации. Еще раз медленно. Злоумышленник дергает девушку за волосы, кидает ее на пол. Девушка, не растерявшись, пинает его тут же в паховую область, а дальше двумя ногами отталкивает его в грудь. После чего встает и убегает с места. Второй вариант классический. Классический вариант захвата человека за одежду, либо за шею с удушением. И вариант такой, пойдем поболтаем, да? Либо с лба может ударить, либо с локтя. Вариант тактически грамотного поведения. Еще раз медленно. Стоп. Злоумышленник захватил нашего молодого человека за шею, либо за одежду. Соответственно, раз он захватил, он будет какие-то действия дальше продолжать. Либо бить его, либо угрожать. Мы этого не хотим. Поэтому наш герой делает полуоборот корпусом, фиксирует руку нападающего, открывая тем самым себе возможность для рубящего удара рукой. Наносит рубящий удар рукой, добавляет локтями, коленом, отталкивает противника и точно так же ретируется с места происшествия. Следующий вариант, тоже весьма распространенный, это вариант, когда злоумышленник хватает сумочку у бедной, ничего не подозревающей девушки и убегает. Девушка в расстройстве, ценности потеряны. Рассмотрим вариант тактически грамотного поведения в данной ситуации. Еще раз медленно и нежно. Злоумышленник хватает сумку и вот уже собрался бежать, но девушка останавливает его рывком сумки, встречает движение противника к себе ударом в шею, добавляет в пах, колено, отталкивает его, хватает сумку и убегает. Рассмотрим довольно-таки опасную ситуацию — угроза ножом, когда злоумышленник пытается таким образом ограбить человека, либо склонить его к каким бы то ни было действиям. Нож в достаточно опасной близости находится к шее. Вариант неадекватного действия со стороны жертвы. Жертва хватается за руку с ножом, злоумышленник проводит по горлу и здравствуй, Родина. Вариант адекватного действия. Еще раз медленно. Наш герой в первую очередь скидывает руки вверх, показывая тем самым свою безобидность, показывая свой испуг и вводя в заблуждение тем самым злоумышленника. Далее. Наш герой делает полуоборот корпусом, выпячивая грудь, таким образом убирая нож от горла. После чего, зафиксировав руку, он проводит комбинацию. Добивает противника, дабы у того больше не возникло желания что-либо делать, какие бы то ни было агрессивные действия. Выбивает нож и точно так же покидает место покидает он. Нет, немного еще пора. Следующий вариант использования подручных средств в сложной ситуации, когда злоумышленник...
Использование баллончика в сложной ситуации. Использование баллончика, а также момент, когда жертва должна проявить бдительность. Без бдительности никак. Итак, неправильный вариант. Когда мы идем по темному переулку, проходим в какую-то арку и не замечаем, что за нами увязался хвост, который в конце концов может сделать с нами что-либо. Вариант тактически грамотного действия. Это не значит, что вы всегда должны параноидально смотреть по сторонам, дергаться от каждого шороха и всего на свете бояться. Нет, но при определенных условиях вы должны проявлять бдительность. Если вам кажется, что за вами кто-то идет в темном переулке, посмотрите, убедитесь, что это так. Девушка замечает. Еще раз медленно с разбором. Хорошо. Девушка заметила за собой хвост. Хорошо. Полезла в сумочку, достала баллончик и приготовилась к возможной атаке. Злоумышленник, не ожидая этого, хватает девушку, получает сумкой по физиономии, баллончиком в лицо, добивание ногой. Девушка счастливо убегает. Он не очень. Следующий момент. Хорошо. Использование подручных средств при угрозе ножом. Неправильный вариант действия или отсутствие какого бы то ни было противодействия. Злоумышленник подошел и затыкал ножом. Ситуация страшная и кажется, что она никогда ни с кем не произойдет, однако почитайте криминальные хроники. Происходит. Что можно сделать в данной ситуации? В данной ситуации, еще раз медленно, жертва нападения, не растерявшись, снимает рюкзак, ставит его перед своим телом, защищая себя от возможной атаки. Когда атака ножом пошла, используется рюкзак для защиты, этот же рюкзак используется для атаки в лицо. Далее возможно добивание, и опять-таки мы убегаем с места событий. Тот же вариант, только угроза девушке идет. Рассматривать подробно не будем, потому что они похожи. Работаем. Ну вот она пошла, собственно говоря, напоролась на нож. Теперь правильно, Вера. Испугалась, закрылась, атаковала, убежала. Осталась жива-здорова. Ну и последний вариант. Это коллективное нападение. Когда двое злоумышленников заранее спланировали нападение на проходящего человека, ничего не подозревающего. И что из этого вышло, мы сейчас увидим. Два злодея стоят, беседуют, они уже все придумали. Товарищ ничего не подозревает. Попадание, удары, у него забрали все на свете и кинули его мучиться. Тактически грамотный вариант поведения. Работаем. Еще раз, медленно и нежно. После того, как произошло столкновение, наша жертва атакует впереди стоящего противника. Либо в пах, либо в живот, как получится. В данной ситуации получилось в пах. Далее разворачивается, освобождается от захвата ударом в пах противника сзади стоящего. Добивает его. Добивает, а далее, контролируя ситуацию, отходит назад и убегает. Построились. Это малая толика того, что мы можем дать и чему мы можем научить вас, курсанты. Это то, что непременно пригодится вам в жизни в наше неспокойное время. Спасибо. Вам спасибо за внимание. И с праздником.